Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. На имя президента Туркменистана продолжают поступать поздравительные послания. Гурбангулы Бердымухамедов провел телефонный разговор с президентом Турции. Туркменистан ратифицировал соглашение с Китаем о международном автомобильном сообщении и другие новости. На имя президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова поступили очередные поздравления по случаю священного праздника Ораза-Байрамы. В частности, от имени народа Азербайджана главу государства поздравил Ильхам Алиев. Теплые пожелания адресует президент ОАЭ Мухаммед бин Заед Аль-Нахаян, раис Татарстана Рустам Минниханов и многие другие. Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов провел телефонную беседу с президентом Турецкой республики Реджепом Таипом Эрдоганом. В ходе телефонного разговора председатель Халк Маслахаты отметил, что для Туркменистана Турецкая республика является одним из давних и надежных партнеров, дружественные и братские отношения с которым в настоящее время обогащаются новым содержанием. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал закон о ратификации соглашения между правительством Туркменистана и правительством Китайской Народной Республики о международном автомобильном сообщении. Цель документа – упорядочить автомобильные, пассажирские и грузовые перевозки между странами на взаимовыгодных условиях, а также транзитную транспортировку в пределах их границ. Популярный дуэт из Узбекистана Фархот и Ширин представил публике новую песню на стихотворение великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Стихи Махтумкули обладают большой популярностью среди народов Центральной Азии, в том числе и в Узбекистане. Ранее дуэт Фархот и Ширин с большим успехом выступал в Туркменистане на закрытии 5-х азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в рамках Дней культуры Узбекистана в Туркменистане и других мероприятиях. Ученица 11 класса совместной туркмено-российской общеобразовательной школы имени Пушкина Анна Орлова стала единственной школьницей из стран СНГ, прошедшей финальный очный этап всероссийского проекта «Парламентская модель МГИМО». В этом году в мероприятии приняли участие около 1500 человек из разных городов России и зарубежных стран. Участники проекта в течение 4 дней работали в 13 профильных комитетах по актуальным социально-экономическим и политико-правовым вопросам. Их деятельность курировали эксперты из числа профессорско-преподавательского состава МГИМО, а также общественные и государственные деятели. Национальный день Туркменистана на Экспо-2025 в Осаке запланирован на 14 апреля 2025 года, а именно на следующий день после открытия Всемирной выставки. График национальных дней, которые будут проводиться странами-участницами Экспо-2025, был обнародован на днях Японской выставочной ассоциации. Эта масштабная выставка будет работать в течение полугода. В ее рамках состоится 101 национальный день различных стран. Мэр города Ватсё, расположенного за полярным кругом, обратилась в Еврокомиссию с просьбой одобрить часовой пояс с 26-часовыми сутками для своего региона. Эта инициатива направлена на укрепление местной идентичности, увеличение времени для семьи и привлечение новых жителей. В письме ЕК регион просит поручить норвежским властям ввести 26-часовой день вместо 24-часового. Уже в апреле текущего года состоится запуск суперкомпьютера Deep South, разработанного австралийским международным центром нейроморфных систем. Этот компьютер, превосходящий человеческий мозг более чем в 2000 раз, способен совершать 228 триллионов операций в секунду. В отличие от традиционных электронных систем, он имитирует не только работу мозга, но и всего человеческого тела. Это позволяет ему объединять хранение и обработку данных, достигая невероятной эффективности. 9 и 10 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Футболисты испанской Барселоны со счетом 3-2 обыграли французский Пари Сен-Жермен. Испанский Атлетико со счетом 2-1 дома обыграл германскую Боруссию из Дортмунда. Днем ранее английский Манчестер Сити и испанский Реал сыграли в ничью со счетом 3-3, а лондонский Арсенал и мюнхенская Бавария завершили матч со счетом 2-2. Ответные встречи 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут 16 и 17 апреля. World Athletics станет первой федерацией, которая будет выплачивать призовые за победы на Олимпийских играх. Спортсмены, завоевавшие золото в 2024 году в Париже, получат по $50 000 США. В
2028 году на Олимпиаде в Лос-Анджелесе призовые будут выплачены всем призерам. Глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что это решение подчеркивает стремление организации к расширению прав и возможностей спортсменов и признает их важную роль в успехе Олимпиады. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.